Субботний день и очередная рабочая поездка временно исполняющего обязанности главы Республики Башкортостан Радия Хабирова. Сегодня она необычная, совпала с Днем защитника Отечества. Первый объект – мемориальный комплекс «Парк Победы». Открыли его в 1947 году в честь подвига наших солдат в Великой Отечественной войне. Находится парк в северной части Уфы, в районе Черниковки. Доброго дня. Как настроение? Праздничное. Это так должно быть. Хороший праздник. Отличный праздник. У нас, Руслан Мансурович, сколько их осталось у вас в Уфе-то? У нас порядка 900 человек осталось. 900 человек, да? А мы, я не знаю, обратили внимание, видите, вот висят, вон Мустакали висит. Да. Мы поразвесили такие вещи, чтобы... Потрясающе. Товарищ временно исполняющий обязанности главы Республики Башкортостан, почетный караул Уфимского гарнизона в честь Дня защитника Отечества построен начальник почетного караула майор Давлетшин. Батырдарса һәлак булган ватанды һаклаусылар иттелегенә күп милләтле Башкортстан халкы исеменнән мәңгелек ут мемориалына сәскәләрде Башкортстан Республикаһы башлыгы вазифаһын вакытлыса башкаручы Радий Фәрит улы Хабиров һала. В дань памяти всех павших защитников Отечества, от имени многонационального народа Башкортостана корзину к вечному огню возлагает временно исполняющий обязанности главы Республики Башкортостан Радий Фаритович Хабиров. Для возложения цветов к вечному огню приглашаются руководители органов государственной власти, депутаты законодательных и представительных органов власти, ветераны и молодежь. Радий Фаритович, а куда идем? Я хотел возложить цветы вот на обелиске, где моя родина, Ишимбайский район, город Ишимбай. Вот посмотрите, погибло, пропало без вести 8113 человек. Я хотел дань памяти отдать своим землякам. Вот я и коллег своих попросил, потому что все-таки мы где-то из маленькой деревушки или из маленького города все выросли, поэтому мы должны помнить о них. Поэтому вот хотел возложить дань уважения. Будем вам мешать с праздником. Спасибо. Радий Фаритович, вот Парк Победы, место знатное, очень значимое для жителей Уфы и для гостей столицы. Здесь будут изменения? В этом году мы сюда не будем заходить. У нас есть гораздо более необустроенная территория. Значит, на Первомайский парк требует, соответственно, завершения работы на Кашкадане. Нам нужно парк, вот где обелиск журавлей, мы наведем порядок в этом году. Надо навести порядок снова, посмотреть. Есть хорошие мысли по поводу парка небольшого Аксакова, поэтому мы сейчас, наверное, этот год больше посвятим тому, чтобы спроектировать большие масштабные работы. В этом году в Уфе мы предполагаем вот 4 объекта сделать. В Уфе? Ведь это Нет, большая конечно. программа Нет, по всей республике. Нет, зачем? В этом году мы выделили, откровенно скажу, беспрецедентно большие денежные вложения на развитие именно парков и скверов. Поэтому в каждом городе мы договорились с главами, они будут делать какой-то парк. Некоторые парки я сам вот проекты смотрел. Это
озера, значит, Белебея, значит, в Октябрьском, да, в городе Ишимбая. Поэтому каждая глава получила уже задание, они сейчас находятся в стадии проектирования. И жителями согласовывать будут? Обязательно. Ну, понимаете, вот одной из главных задач, которые вот, мы сейчас ставим нашим главам всем, чтобы любые действия, связанные с формированием комфортной городской среды, да вот даже та же история с подъездами, обязательно проговаривалась с жителями, потому что иначе эффекта не будет положительного. Рафик Фаридович, сегодня все-таки 23 февраля. С праздником вас еще раз. И сегодня день очень насыщенный. Спасибо, что мы вместе с вами. Куда сегодня едем? Ну, у нас сейчас в Доме Республики у нас приехали наши уже старые товарищи. Есть такой замечательный экипаж большого десантного корабля «Георгий Победоносец», который базируется на севере нашей страны, который принимает самое активное участие в сирийских событиях. Нас уже связывает давняя личная дружба. Вот там совсем молодой капитан корабля, он вышел с инициативы заключить договор о дружбе, о шествии. Поэтому вот в Доме Республики мы сейчас с ними подпишем договор о дружбе. После этого у нас, я хотел посмотреть, у нас не так много воинских частей осталось в нашей республике. По сути, отдельная инженерно-саперная бригада, которая расположена в Алкино. Я хотел поехать туда посмотреть, потому что там очень много наших ребят служит из республики. Ну, какие-то им добрые слова сказать и поздравить с праздником. Давайте будем работать. Спасибо. Спасибо. Едем на Тукаева, 46, в Дом Республики. В планах у Ради Хабирова подписать соглашение с командованием корабля «Георгий Победоносец». Добрый день, дорогие друзья. Ну, я, во-первых, хотел вас поздравить с всенародным праздником, Днем Защитника Отечества. Он зародился, наверное, помните, как День Советской армии и военно-морского флота, так что имеет прямое отношение к вам и к нам всем здесь находящимся. Ну и, конечно, мы рады вас приветствовать в нашей республике. Мы с вами уже давно друг друга знаем, знакомы, и мы с большой радостью сегодня вас здесь встречаем. И я считаю, что вот поддержание, ваша личная дружба должна перейти в дружбу между экипажем вашего замечательного корабля и нашей республики. Традиционно так сложилось, что призывники из Башкирии пользуются всегда большим авторитетом. Это очень исполнительные, дисциплинированные, верные защитники Отечества. Поэтому я думаю, что и вам будет интересно, если наши ребята будут служить в вашем экипаже. Наша дружба, то, что длится так тесно, и то, что перерастет на новый уровень, это, конечно, очень важно для нас, и мы вам очень благодарны за то, что вы способствуете этому лично. Большое спасибо, и да, действительно хотелось еще поздравить вас с Днем Защитника Отечества, потому что вы самое прямое участие в этом принимаете. Спасибо. Спасибо. Надеемся, что ваши жители Башкортостана, призывники, будут с честью и достоинством выполнять и представлять Республику Башкортостан у нас на корабле, служа в рядах вооруженных сил. Обязательно. Для нас это очень важно. Обязательно. Подписываем. Добро пожаловать в братскую семью народов нашей республики. Спасибо большое, нам очень приятно. Я думаю, что теперь при заходе в какие-то иностранные порты и наши, мы обязательно будем поднимать также и флаг республики. Да, мы хотели подарить картину. Это смотр кораблей Черноморского флота. Очень знаменательное событие. И надеюсь, что оно займет место на вас. Большое. Нет ничего, наверное, полезнее на холодном климате моря. Это наш башкирский, да? Поэтому, чтобы вы везли, поэтому это вот. Спасибо большое. Для экипажа. Рафик Фаридович, ну вот подписали сейчас. Что значит для Республики Башкортостан это соглашение?
Ну, это соглашение что означает? Это соглашение о дружбе, о шефской помощи. Мы уже давно знаем экипаж большого противолодочного корабля «Георгий Победоносец». Это очень сильный, слаженный, очень молодой экипаж. Командир корабля, да и помощники еще совсем молодые парни, но они уже выполняют очень серьезные задания по переброске наших вооруженных сил в Сирийскую Арабскую Республику. Это боевой экипаж. И когда я с ними проговаривал о возможности наших отношений, я говорю, что нашим призывникам, ко мне говорили, молодые люди, они, если захотят служить, соответственно, на этом корабле, возможно ли это? Да, конечно, возможно, поэтому в рамках вот этого соглашения наши ребята могут попасть на этот корабль. Я почему это делаю? Потому что я знаю командира корабля, я знаю экипаж, я знаю офицерский состав. Это настоящая служба, это настоящие ребята. И для нас это большая честь. Плюс соответственно, для флота определенная помощь. Конечно, мы будем оказывать помощь. Республика такие возможности есть. Это для флота будет помощь? Это для флота, в частности, для большого противолодочного корабля «Георгий Победоносец». Будем растить моряков в Башкортостане? Конечно, конечно. Почему нет? У нас тем более такие связи у нас уже есть, и поэтому у нас есть с Балтийским флотом с рядом кораблей, поэтому у нас это, собственно, как бы традиционная история. Что, едем сегодня дальше? Да, едем дальше. А так я хотел сказать, что ведь хоть мы и сухопутная республика, наши ребята служат во всех войсковых частях, во всех видах вооруженных сил Российской Федерации. И в пограничных войсках очень много и в мотострелковых войсках, в десантных войсках, очень много на военно-морском флоте, в авиации. Поэтому наши ребята везде пользуются очень большой популярностью. А теперь Чешминский район, в поселок Алкино-2. Едем в воинскую часть номер 63494. Товарищ глава республики, 12-я отдельная гвардейская, Кёнигсбергская городокская, краснознаменная инженерная бригада для торжественного построения построена. Командир бригады полковник Порохня. Здравствуйте, товарищи саперы! Слово для поздравления личного состава бригады имеет временно исполняющий обязанности главы Республики Башкортостан Хабиров Радий Фаритович. Девиз саперов, инженеров без нас никто. Это значит, что ни один другой род войск не сможет выполнить свои боевые задачи без инженерно-саперных войск. Наша 12-я бригада является одной из лучших среди инженерных подразделений Вооруженных сил Российской Федерации. Вы выполняете специальные задачи, в том числе и в Сирийской Арабской Республике. Среди вас очень много военнослужащих наших родных башкортостанцев. И для меня сегодня большая честь приехать к вам и поздравить вас с этим праздником. Желаю вам всем крепкого здоровья, хорошей службы. Желаю, чтобы вы вернулись домой возмужавшими, сильными, настоящими патриотами и настоящими мужчинами. С праздником! Знаменная группа прямо, стали направо. Шагаем! Марш! В основном личный состав бригады располагается в казарме трехэтажной. По своему составу бригада комплектуется по смешанному принципу комплектования. На данный момент получается где-то 50 на 50. Военнослужащих, призванных из республики, 256. Прилично. В основном это призванные Уфа и военкоматы города Уфы. А успеваете обучать за год, нет? Так точно. А вот управление транспортными средствами тоже, да? Да. В основном военнослужащие приходят из военкоматов. У них уже имеются, уже права, уже права имеются. В основном имеются. То есть здесь идет только доподготовка именно на образец.
потому что водитель, имеющий категорию С, ну, здесь свои специфика управления автотранспортными средствами. Дальше Радия Хабирова приглашает на экскурсию в казармы и клуб. Товарищ говорит, полковник, временно исполняющий обязанности командира 2-й инженерно-дорожной роты инженерного дорожного строительного батальона гвардии старший лейтенант Кривокора. Доклад рассказать. Здравия желаю. Спасибо большое. Пройдемте, пожалуйста. Данный герой, младший сержант Ефимов Вячеслав Борисович, в 1943 году в мае выполнял боевую задачу в составе диверсионной группы. Я читал эту историю, они выполняли задание, я так понимаю, в Тулузе. После чего попал в окружение более чем 2 батальонов немцев. Более 2 часов держал оборону по приказу командира «Гвардейцы не сдаются». Не сдал ни шагу назад, пал героем. Указом Президиума Верховного Совета СССР в 1944 году присвоено звание Героя Советского Союза посмертно. Данный военнослужащий навечно занесен в списки войсковой части. Да, это здесь живут. Живут тут. Да, здесь уже все живут военнослужащие, то есть все необходимое. В данном кубрике проживает 6 военнослужащих. На каждого военнослужащего кровать, табурет, тумбочка. В тумбочке мыло в мыльнице, зубная паста, щетка НССР с необходимыми предметами личной гигиены. Все лишь только то, что необходимо военнослужащему в быту и ничего лишнего, что могло бы его обременять. Это типовой кубрик. Все наши солдаты проживают точно в таких же кубриках, спят на точно таких же кроватях. Пользуются тепло, да? Да. У вас своя котельная, да? Нет. Вы питаетесь? Не питаемся. Точно. Райфович, вы-то помните, как? Помню. На каком вы ярусе спали? Пока был молодой, спал наверху, потом внизу. Тут такие есть правила. Здесь у нас полнопрачный комбинат, то есть в основном это помывка личного состава. Также Один раз в неделю? Два раза, да. Вот, происходит помывка. Баня на газу как или на газу. Вот. Ну, то есть они попариться могут? Да, помывка, то есть стирка белья, это уже происходит сейчас сторонними организациями. То есть аутсорсинг? Да. Все они забирают и приводят. А здесь вот на зиму им какое двойное белье дают или одно? Теплое. Я тоже с инженерами, ребятами разговаривал, вот военно-инженерной части. Я говорю, он стоит вроде внешне тонкой. Я говорю, тебе холодно? Да нет, говорит, не холодно. Если правильно одеть, вот все как положено, то, говорит, тепло держит. Здесь представлено вооружение и экипировка сапера, которая в хронологическом порядке развивалась до нынешних дней. Ранее сапер был экипирован в бронежилет и много открытых частей, а на сегодняшний день сапер полностью защищен. Экипировка позволяет без потери выполнять задачи. Это в Сирии они выдавливали все. А сколько весит вот на вас висит? 100 килограмм. 30 килограмм. 30 килограмм. Ну, вот хороший птичка. Да, вот этот нет, но по сравнению с дублоном, который был до этого, как переходный, то А он еще это тяжелее, это 50 килограмм. 50 килограмм. Да. И в нем нельзя не присесть, в этом это позволяет двигаться. Это позволяет двигаться. То есть. Я юный журналист радиопередачи «Солнечный город». Можно задать вам вопрос? Давайте. А вы сами служили в армии? Я служил в армии, да. Вот я тоже хочу служить в армии. Да, а вы бы отпустили своих сыновей тоже служить, если бы они хотели? Обязательно, потому что это все равно для любого, наверное, родителя такое решение. Обязательно отпустил бы своих сыновей, служить я отпущу, когда подрастут. Он должен отслужить. Это школа мужества, это школа дисциплины. Это его долг. Обязательно надо служить. А у вас сколько сыновей? У меня сын один. Один сын, да? Да. Сколько ему лет? Ему 1,5 года. 1,5 года, да? Вы будете, наверное, его уже готовить, да? Конечно, буду готовить. Ну ладно, спасибо, до свидания. Спасибо. Радия Хабирова в части ждали. Приготовили и праздничный стол. Ребята, а после армии куда пойдете? Есть план? По профессии. Профессия? Ну, я судья работаю. То есть уже у тебя высшее образование? Да, юридическое высшее. А высшее? А вы? Так точно тоже высшее юридическое. И тоже по профессии пойдете? Вообще правильное решение сделали, что пошли служить, это наш долг, наш всех мужской долг. Еще раз говорю, я понимаю, кто по здоровью, это надо очень спокойно, с уважением относиться к этим людям, кто по здоровью не может.
Но если у вас здоровье позволяет, вот вы молодцы, что пришли. Потому что по целому ряду вопросов вам это действительно пригодится. Главное, чтобы здоровье у вас было и нравилось служить. Это что, бойцы? А что ж не улыбаются они? Район такой хороший. Есть. Хорошо. Все. Таранских нет случайно? Хороший собрат. Спасибо. Спасибо. С праздником подводите. Маршрут рабочей поездки временно исполняющего обязанности главы Республики Башкортостан Ради Хабирова в воинскую часть Валкино-2 добавляется еще один объект. Едем в городок, где до 2016 года дислоцировалась 297-я зенитная ракетная бригада. Сейчас она находится на боевом дежурстве в Пензенской области. Здания и площади пустуют. Значит, мы проработали с Министерством образования, с Министерством спорта и молодежной политики. Значит, очень много на эту тему говорили. Здесь можно сделать великолепные во всех отношениях базу для нашего Министерства образования, для спорта. Здесь в общей сложности где-то 150 гектар. Да, ну. Да. Здесь вот помимо вот этой бригады есть еще парковая зона одна, потом вещевая зона, ГСМ. И самое главное, тут есть очень много территорий, которые, значит, тоже то самое от Министерства обороны. Поэтому если вы сансу дадите, мы сделаем не хуже, чем будет в Москве. Вот этот парк патриот. Вот, неожиданно такое предложение. А вот это сейчас законсервировано, да? Нет, здесь сейчас у меня находится батальон охраны. Он вынужден сюда на втором. Тут в целом, то есть все пустое. Да. Воинской части нету. Столовая не работает. Видите, вот там уже начали окна бить, где-то какое-то что-то. Вот сейчас, если год еще пропустим, здесь ничего не останется. То есть сюда все сделать. Все. И патриот, и полосу препятствий, Тут очень много всего есть уже. Ради Фаридович, все, да. Еще сама идея такая, что здесь изначально призывников готовить, то есть механиков, водителей, операторов-наводчиков. Неожиданное предложение про парк, однако есть перспектива? Почему нет? Готовые уже помещения есть. Просто надо понять, что это сделать. Это должно быть полезно для нашей молодежи. Полезно, нужно, чтобы мы понимали, что сюда придется вкладывать определенные ресурсы, наверное. Мне идея сразу сходу понравилась, потому что нам действительно в республике вот этого не хватает. Некий такой военно-патриотический парк, где были бы образцы техники. Потом есть же возможность сразу ребят сюда, допустим, на 3 дня вот такой выучки привезти на сбор, а потом они могут воинскую часть посмотреть. Физическая подготовка. Здесь довольно большая территория. Гонку героев свою сюда установить. Ну, то есть чем заниматься. Теперь совещание, аналитика. Да, нам надо еще кое-что поработать. Да, будем думать. Спасибо. И снова возвращаемся в инженерную бригаду. Там на плацу боевая техника. Добрый день. Командир расчета передвижной бурильной установки ефрейтор Ахмед. Спасибо. Настроение хорошее? Отличное. Вы, наверное, контрактник, да? Так точно. А сколько служите уже? 12 лет. 12 лет служите? Так точно. Вам нравится служить? Так точно. Вы наш башкортостанский? Так точно, с Уфы. С Уфы. Праздник у вас, хорошее настроение. Спасибо всем взаимно. Спасибо. А это это бурильня, да, стала? Так точно. Для добычи воды максимальная глубина какая? Максимальная глубина бурения 100 метров. Ну прилично. Куда еще дальше? В рабочем состоянии? В рабочем, точно. А вы оператор и водитель, да, сразу? Нет, или командир? В расчет входит 4 человека. Сержант Абдрашитов, Руслан Михайлович. Тоже наш? Так точно, так точно. Сколько служите? В данной части, в данном батальоне служу ровно 10 лет. Ух ты. В этом батальоне вот. Это родное уже. Это просто техника, это просто сказка. Здесь рассказывать нечего, здесь надо это просто видеть. Но это вы, наверное, здесь не разворачиваете, в Муроме вот ездили, да, разворачивали. Муром, Благовещенск, да? Вот так, да. Реки покоряем. Так, поэтому служба это просто... Семья у вас здесь? Так точно. А где, в Уфе живете, да? Никак нет, жена в Мелюзе, квартира там. Дети есть? Так точно. Дети тоже. Комплект, девочка, мальчик, все как положено. Жена. Вы тоже наш земляк? Нет, речь. Откуда? Республика Бурятия. Бурятия, серьезно, да? А сколько лет служите уже? 14. А семья у вас здесь? Или... Да, здесь. Семья здесь, все. Тоже военная ипотека, да? Да. Ну, так нравится? Да, нравится.
А это техника вашего? Да, моего отделения техники. Вот получили недавно новую технику. Фронтальный погрузчик. Какие впечатления от посещения воинской части? Замечательно. Я, ну, во-первых, вот полноценно, я вот первый раз в этой воинской части, я слышал о нем. Мы ее для себя вот называем Алкинским. Алкинским гарнизоном. Да. Алкинский гарнизон. И, ну, и видно, что и боевой личный состав очень хорошо подготовлен, и техники очень много. Важно, что очень много современной, новой техники. Но, в принципе, если бы это была часть не боеспособная, она бы не выполняла и спецзадания, которые вот по поручению Верховного командующего выполняет. Поэтому хорошие казармы. Но самое главное, вот на ребят смотрю, у них у всех хорошее настроение. А вы где служили? Забайкальский военный округ. Как годы вспоминаете? Вспоминается. Я недавно разговаривал с своим коллегой, губернатором Забайкальского края. Я говорю, вот та часть воинская стоит, нет, говорит, все уже. А какой род войск у вас был? Мотострелковые войска. А какая у вас специализация? Кем вы вышли? ВУЗа я не помню, стрелок. Самое главное заключается в том, что Райф у нас старшина. Старшину это из 100 человек одного выбирали, самого лучшего, понимаете? Военные, которые понимают в этих званиях что-то. Это самый злой и плохой человек. Да, но это отец для солдат. Райф Фаридович, ну вот девочка вас спросила, вы ответили, я продублирую, позвольте. Ваш сын пойдет служить? Да пусть он вырастет. Конечно, сначала, да, пусть вырастет, да, пусть вырастет. Но я считаю, что все-таки парни должны служить. Понятно, у кого-то это по состоянию здоровья. К этому надо очень внимательно относиться. Но кто по состоянию здоровья подходит, он должен служить. И сейчас ведь все-таки не 4 и не 3 года, как это в свое время было, не 2 года и 3 года. Сейчас 1 год вполне. Сейчас армия другая, она технически гораздо более оснащенная, питание гораздо лучше, нравственное самое важное, моральная атмосфера в армии лучше, поэтому должен служить. Ведь важно еще то, что и государство это мотивирует и поощряет. И надо понимать, что сейчас некоторые должности молодые люди не смогут занимать, государственной, гражданской службы, некоторые должности не смогут занимать без службы в армии. Поэтому к этому надо очень внимательно относиться. А власть и, собственно говоря, части чем могут помочь? На что могут рассчитывать? Ну, знаете, тут вот постоянно над этой воинской частью сейчас оказывается шефство и республики, и района. Вот у них вижу добрые отношения. Мы тоже готовы помогать. Вот Тимофей Михайлович говорит, что тут есть план у них определенный. Мы вместе обсудим. И мы готовы помогать. Это у нас единственная большая часть, которая на территории республики находится. Поэтому силы и возможности у нас есть. Если вы не против, я как военный инспектор тоже сам здесь буду начал в этом направлении работать с инженерством, для того, чтобы ближе быть. Чтобы... Ну вот с жильем надо подумать вместе. Да, это очень важно. Великолепные люди, значит, семьи. И потом армейская среда, она должна вместе И потом быть. я же говорю, что это непростая воинская часть. Да. Она выполняет разные задания, боевые задания. Поэтому внимание мы будем уделять. Ну что ж, от всех с праздником вас, мужчины. Спасибо. Мира, здоровья. Спасибо.